Салам алейкум. Сегодня произошло очень важное мероприятие, пресс-конференция в Стамбуле. К этому мы давно ждали, готовились. Все это началось после нашей поездки в Душанбе. И сегодня это все анализ, подготовлен в виде вот такого доклада. Этот доклад пойдет все европейские правозащитные организации в мире и, соответственно, будет доведено до каждого. Та информация, которая блокировалась в Таджикистане, отныне будет услышана реальная ситуация. То, что опасает правозащитников, тех, которые были там, коллег наших, которые здесь, в том, что идет процесс закрытый в Таджикистане. Процесс проводится в тюрьме. Соответственно, получается как бы аналогия суд, тюрьма – это одно и то же. Поэтому, конечно же, мы пытаемся, во-первых, чтобы голос таджикского народа был услышан, тех, которые не согласны с тем, что проводится. Эти люди считаются, преследуются по политическим мотивам, по убеждениям, члены этой партии исламского возрождения, что таджикские власти сегодня опасаются или пытаются дистанцироваться от слова «ислам» и все, что, соответственно, дистанцироваться от мусульман. Вот это очень крайняя ситуация. Лично я это вообще не понимаю. Куда тогда он собирается идти? В какой мир? Все-таки мир разделен на цивилизации. Есть глобальная, известная исламская цивилизация, которая еще в средние века поднимала Европу. Когда там не умели, даже жили в дворцах, не умели писать, читать. Именно мир, цивилизационная культура шла через ислам. И одной из таких стран является Турция, очень символично. Османская империя как раз распространяла великий исламский мир, культуру несли и защищали всех людей Писания, и иноверцев других тоже. Ислам это была защита. Но как только начал лидер Таджикистана отходить от ислама, соответственно, права начали нарушаться. И это показательный пример. Пока он не вернется туда или не уйдет не там, где люди это делают, ну, конечно, я не вправе делать какие-то политические заявления, но я с точки зрения права смотрю. В Таджикистане нет беспристрастного, независимого, справедливого суда. Этого не будет. Не надо обнадеживать себя. В Таджикистане не будет справедливого, честного, беспристрастного суда. Суд вынесет то решение, которое скажет им президент. Соответственно, чего мы ждем? Приговор обвинительный. С того момента, как их арестовали, их уже осудили. То есть их можно сказать, там не нужно, суды надо там убрать. Надо оставить Рахмонова и несколько следователей. 5 следователей, и хватит Таджикистану. Это что? Это страна? Это права в 21 веке. Для чего это нужно было, тогда независимость от кого-то не было? Я думаю, к беде народа пришел такой человек, который изменился сам или его изменили. Но есть такое понятие, как презумпция невиновности. Если человека арестовали, пока не докажете его вину, он считается невиновным. А кто должен его доказать? Беспристрастный, независимый, справедливый суд. А его там нет. Соответственно, задача нерешаемая. Люди попались, практически эти люди заложники. Власть ведет себя как террорист. Обвиняет в терроризме их, а эти люди оказались заложниками, если находятся в тюрьме. Поэтому тут игра слов идет. Соответственно, власть ведет себя как террористическая организация, обвиняет в этом Исламскую партию Возрождения. Поэтому, я думаю, таджикский народ просыпается и начинает понимать, особенно молодежь. Иншаллах, будет конец этого. Не может быть. За мучениями всегда есть что-то правильное, справедливое. Без мучений нет ничего. Поэтому я желаю искренне таджикам, чтобы они добились того, что они заслуживают. Прежде всего, чтобы их права никто не нарушал. Чтобы лидер нации, он был настоящим лидером, не использовал власть для своей семьи, для своих родственников, для своего клана. Именно тот генерал, которого он обвинил в связях, Пифт, является его ставленником. Это все знают. И мы это будем говорить, потому что он обвиняет другого в том, что он назначил кого-то, поднял до уровня генерала, человек бывший известный маджахед. Когда нужно было, он использовал его возможности. Ему, когда нужны маджахеды, он скажет, помогите мне. Когда все это дело сделано, он, как Сталин, пытается истребить их всех. Эти методы давно известны. Но он умнее Аллаха не может быть. Поэтому когда-нибудь наступит конец. Но в данный момент, конечно, это он за свое должен ответить. Каждый же отвечает за себя. Но нас беспокоят все-таки арестованные люди. Меня лично тоже беспокоит будущая исламская партия Возрождения. Потому что эта партия, я пытаюсь довести, была учреждена в городе Астрахани в России,
Соответственно, когда еще процветал Советский Союз, никто не мог мечтать о том, чтобы вера наша вышла на такой уровень. Они это делали. Вот они первопроходцы в этом деле. И их поддерживали. Это четверть века люди были, их признавали в России. И везде был уважаемый Кабири, его принимали во всех структурах в Москве. И понимали, потому что это очень лояльная, в том числе к России партия. Очень лояльная, а в России полно мусульман. Но мне, честно говоря, непонятно, почему в России тоже не слышен голос. Где российские муфтии, которые в другом случае говорят об запрещенном государстве? Вот тебе в структуре СНГ образовалось государство, где преследуют по религиозному мотиву. А муфтии, которые пытаются в мировом масштабе что-то говорить, молчат, ничего не говорят. Это крайне удивительно. Поэтому мы надеемся, все равно что-то надо делать, кому-то надо делать. При всех сложностях, противодействиях мы идем, мы должны рассказать правду о том, что происходит. Эти люди сидят по политическим мотивам, это политические заключенные, они сидят за вероубеждения и за то, что пытались власти говорить: соблюдай закон, соблюдай права таджиков. И самая непростительная ошибка, я считаю, это позор для власти, когда они собственных дочерей вытесняют из Таджикистана, отправляют в Россию, извиняюсь, на панели. Это непростительная ошибка. Как же ты можешь сделать так, что таджикские девушки не могут быть убеждены, что у себя на родине они найдут покой? Мы получаем разные, нам же пишут много, что они творят. Такое не творили фашистские оккупанты, когда захватили Белоруссию и Украину. Не творили такого с местным населением. А там это делается. Вот, конечно же, он не хотел бы, чтобы это было услышано. Он хотел бы, чтобы внутри все, что он говорит, чтобы знали, это и все. Но сегодня мы здесь, слава Аллаху, мы об этом говорим. Кстати, пример Османской империи, никто не смог его взять, никто. Но изнутри было разрушено. Изнутри. И эта власть тоже разрушится изнутри. Потому что он закладывает фундамент собственного разрушения. Иншаллах, в последующем все добьются справедливости, невиновные будут освобождены, и народ будет их благодарить за их страдания, которые они сегодня. Они страдают ради будущего своего народа. Я так считаю. Спасибо. Спасибо большое.